Дом мебели такого масштаба в Натеричном районе появился впервые. Двухэтажное здание в селе Бенаюрт возводит бизнесмен Иса Алаев. После трагической гибели в аварии единственного сына он вернулся из Москвы в родовое село. Налаженный бизнес в столице страны и даже Китае пришлось оставить. Первым делом Иса решил осуществить мечту сына и построить большой мебельный цех в родовом селе. Рабочие места тут где-то человек на 40-50, не меньше. Тут здание у нас будет где-то больше 5000 квадратных метров здания. Тут демонстрационный зал будет, мебели, где люди могут приходить смотреть. И так планирует Сбербанк. Туда договоренность есть, чтобы люди приходили под кредит, могли мебель получать. Рабочие уже завершают строительство кровли. Осталось сделать внутреннюю отделку и благоустроить территорию комплекса. Метров 100 отсюда еще выделена земля нам. Вот там будут складские помещения, сборочный цех. А это сам будет выставочный зал основной у нас. Вот это красиво сделать, чтобы люди приходили, спокойно могли походить, посмотреть, что в одном здании все было. Там и мебель была, допустим, где-то будет стройматериал, будет, где-то двери будут, где-то люстры, где-то что-то. Вот для строительства необходимо вот это все на месте в одном здании. Еще один объект инвестпрограммы – завод по производству полипропиленовых труб. Его строительство началось в прошлом году. Рабочие залили фундамент и приступили к возведению стен. Металлические трубы будут заменяться ими. Там гарантия 100 лет, пластмассовые. И в широком ассортименте они будут выпускаться. Диаметр там большой, от 50 мм и включительно до 340 мм разного диаметра трубы будут выпускаться. Сейчас с фундаментом закончили, сейчас началось возведение стен. Планируем запустить, хотим уже в сентябре, максимум в октябре. Будут 50 рабочих мест. И плюс здесь же на участке будут располагаться овощехранилища. Только в 2014 году Минтерразвитие заключило договора на подведение коммуникаций 14 инвестиционным проектам, в их числе объекты промышленности, сельского хозяйства и торговли. Несмотря на то, что окончательные соглашения с инвесторами еще не достигнуты, уже известно, что на стадии рассмотрения в ведомстве находится более 20 инвестпредложений, общая стоимость которых составила 6 миллиардов рублей. Есть такая программа, которая называется «Экономическое развитие и инновационная экономика». Вот есть там в ней подпрограмма, которая называется «Создание благоприятных условий по привлечению инвестиций в экономику Чеченской Республики». В рамках этой программы и оказывается поддержка. В 2014 году были предусмотрены средства в размере 39 миллионов рублей на строительно-монтажные работы, а на 2015 год предусмотрены средства в размере 50 миллионов рублей. Государственная поддержка инвесторам в республике осуществляется ежегодно. В этом году отделом сопровождения инвестпроектов уже сформирован реестр земельных участков под инвестиционные площадки. Благодаря этим проектам в республике появится 2000 рабочих мест в различных отраслях. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Муслим Типаев, Ибрагим Налаев. Новости.